Это случилось лет 300 назад. Жил на Тартуге бесстрашный пират. Был он Силен и отважен. и смел. Но букву «Р» говорить не умел. А буква «Р» как нарочно старалась. Важные очень слова забиралась. Корабль! Ястры и враг. Не обойтись без нее нам никак. Если на месте нет буковки «Р». Слово меняется. Вот, например, хочет пират попросить. Дайте ром. А получается, что? дайте лом. Лезет в окно. Говорит, дайте руку. А получается что? Дайте луку! Он огорчался. А кто будет рад? Если не можешь сказать «я пират». На абордаж, как ему закричать? Вот и решил он. Лучше буду молчать. День он молчал, 2 молчал, 3 молчал. А через месяц совсем заскучал. Стал самым скучным пиратом в округе. Так и прослыл молчуном на Тартуге. Молча в бою ловко шпагой он машет. И никому ни словечко не скажет. Все отмечают победу! Ура! Он снова рядом сидит и не скажет ни слова. Как ты отрилун под пальмою клад? Даже сокровищем был он не рад. Да и понятно, ну как веселиться? Если не можешь ты им похвалиться. В море пират покупаться любил. Так далеко он однажды заплыл. Вдруг видит гребень в пучине морской. Он развернулся, сказал тихо. Ой! Смотрит пират, рядом гребень второй. И уже громче сказал он. Ой-ой! 3-й, 4-й, здесь стая акул. Ой, нет, не ой, это же караул! И представляете, чудо случилось! Буковка «Р» у него получилась. И позабыв про опасных акул, Он хохотал и кричал. Караул! Караул! Кушать акулы, конечно, хотели, но, поразмыслив, пирата не съели. Странный какой-то. Акул не боится. Нет уж, животик еще разболится. Больше пират не молчит, и теперь может сказать он. И якорь, и дверь, и парус, и остров, Тартуга, и море. Даже поет он с пиратами в хоре. С буковкой «Р» подружился пират. и порычать от души даже рад. Но все равно, чтобы не разучиться. Если заплыть ему в море случится, Он, что есть силы, кричит «Караул!» так и прослыл чудаком у акул.